Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Придите поклонимся удару нашему Богу, придите поклонимся и припадем до Христа, удара нашего и Бога. Придите поклонимся и припадем до самого Христа, удара и Бога нашего. Выслухай, Господи, справедливую справу мою, почуй мой клич, прихили в ухо до мольбы моей, з вуснов некриводушных, от Тебе хай выйде суд мой, бо в очи Твои бачить справедливое. Коли уведаешь сердце мое, наведаешь меня в ночи, и выпробуешь огнем, не знойдешь во мне неправедности. В устны мои не сгрешили людским звычаем, поводле слова Твоих я зберог шлях закону. Ступни мои трималися моцно стежек Твоих, ноги мои не похиснулися. Клішу Тебе, Боже, Ты ж выслухай мяне, нахили в ухо Твое до мяне, почуй словы мои. Покажи мне Твою дивосную милосердность, бо Ты ратуешь тих, що прибігають под опеку рук Твоїх. Стережи мене, як зренку в ока, сховай мене в тіню крилов Твоїх от грешників, які насядають на мене. Вороги лютые окружили мене, зачинили своє отлустелое серце, вуснами своїми гордо говорять. Госіни на кожному кроку мене обступають, текують, как только мене кинуть в обзем. Подобные до льва, что дыхая на здобычу, до львяняти, что крыется у печоры. Устань, Господи, дорогу им загороди, повали их мечом Твоим. Вызволи от грешников душу мою, и рукою Твоею, Господи, от людей, лёс яких дочасное житье и живот, яких наполняешь Твоими достатками, чьи сыны завсёды сытые, и решки покидают немовлятам. А я у праведности побачу твар Твой, и прошнувшись, натолюся баченням Тебе. Да Тебе, Господи, узношу душу мою, Боже мой, на Тебе сподяюся, не дай мне зазнать сорому. Хай не смеются надо мною вороги мои, бо все, что сподяются на Тебе, не посоромеются. Посоромленные будут тые, что ломят веру без причины. Покажи мне шлях Твой, Господи, научи меня стежек Твоих. Керуй мною правде Твою и научи меня, бо Ты Бог, избавитель мой, на Тебе завсёды сподяюся. Успомни милосердность Твою, Господи, милосердность, что триває вечно. Не вспомни грехов моей молодости и провину моих, але згадаю милосердности Твоей мяне, деля доброты Твоей, Господи. Господь добрый и справедливый, и Он научает грешников шляхов своих. У справедливости керуя покорными, наставляя их на правду. У все стежки Господние, ласка и праведность для тых, что берегут Его приказания и заповеты. Дели имя Твоего, Господи, отпусти грех мой, бо и Он великий. Кто Ты человек, что боится Господа, и Он покаже ему, якую выбрать дорогу. Сам и Он зазнает счастья, нащадки Его будут иметь успадшену землю. Господь спогадливый для тых, что Его боятся, и дає познать им свой заповед. В очи мои завсёды звернутые до Господа, бо Он сам вырве сети в ноги мои. Глянь на меня и змилуйся надо мною, бо я самотный и несчастный. Суними журбу сердца моего, выведи меня из моей тесноты. Глянь на мою беду и тяжкость, и отпусти мне все провины мои. Глянь на безличь ворогов моих, что ненавистью лютую ненавидят меня. Стережи меня и вызволь меня, как мне, прибегши до Тебе, не зазнать сорому. Хай праведность и безвинность будут мне оборону, бо на Тебе, Господи, сподяюся. Вызволь, Господи, Израиля от усіх бедов Его. Змилуйся надо мною, Боже, по воде Твоей великой милосердности и по водле множеству доброту Твоих, отыми беззаконие мое, особливо обмый меня с вины моей, и от грехов моих очисти меня. Бо беззаконие мое я знаю, и грех мой завжди перед мною. Тебе одиному я сгрешил, зло перед Тобою учинил. Ты ж справедливую Твоим приговоры и правую в суде Твоим. Вось я был зачатую беззаконию, греху народила меня моя мати, але Ты, який любишь щирость сердца, показал мне глубиню и тайны мудрости Твоей. Окропи меня гиссопом, и буду чистый, обмый меня, и стану белейшим за снег. Дай мне почуть голос радости и веселья, хай узрадуются упокоренные кости. Отверни твар Твой от моих бесчинствов, и очисти меня от усіх грехов моих. Сердце чистое створи во мне, Боже,
и дух правый обнови внутри моим. Не откинь меня от Твоего обличия и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Верни мне радость Твоего избавления, умацуй во мне духах верности. Буду научать грешников стежкам Твоим, и грешники снова вернутся до Тебе. Вызвали меня от крови пролитой, Боже моего избавления. Хай язык мой радости славит Твою справедливость. Отчини мои устны, Господи, и устны мои почнут обвещать хвалу Твою. Коли б Ты захотел ахвяры, я дал бы ее. На телопаление, однако, Ты не глядишь прихильно. Ахвяра Богу, дух скрушливый, сердцем покорным и полным скрухи Ты, Божа, не погардишь. Покажи, Господи, з ласки Твоей, спогаду Сиону, хай муры Иерусалиму будут знову знесены. Тады глянешь прихильно на правые ахвяры, дары телопаленні, тады ускладут телят на Твой ахвярник. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Светлую вестку об воскресенні и об отмене прадедовского осуджения, от анёла почувши, Господние в ученицы апостолам с радостью сказали: смерть переможенная, Господь Бог у воскрес, даруючи свету богаття своего змилования. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь завсёды и на веки веков. Аминь. Богородица, Ты соправдная виноградная лоза, что взрастила нам плод життя. Просим Тебя, владарка, разом с святыми апостолами, молись за избавление душев наших. Господь Бог благословенный, благословенный Господь дня в день, помогая нам, Бог избавления нашего, Бог наш, Бог, який избавляє. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Пусть Святая Троица, жалься над нами. Господи, очисти грехи наши, удару даруй бесшинствы наши. Святый наведай оздорови немочи наши, деле Твоего имя. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь завсёды и на веки веков. Аминь. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штуденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Бо Твое владарство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Стерожемся гонорливой похвальбы фарисея и навушимся от мытника в вышине словов покорливых. Ускликнем укаянни, Збавители свету, будь погадливый до слугов Твоих. Господи, змилуйся, 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 Господи, змилуйся. Господи, змилуйся, 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 Господи, змилуйся. Господи, змилуйся, 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 Господи, змилуйся. Господи, змилуйся, 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 Господи, змилуйся. Долготерпливый, шмат милосердный, и все спогадливый, Христе Божа, что весь час и кожную хвилину на небе и на земле примаешь хвалу и поклонение, любишь праведников и милуешь грешников, и кличешь усіх до збавлення обіцянням добротов, які чекають нас,
Прими, Господи, и в гэтую хвилину нашей молитвы, и накируй житё наше до заповедов Твоих, души наши освяти, тело очисти, думки выправи, дай ясный розум, а выбав нас от всякого суму, жалю и злости, ахини нас своими анелами, как мы под ихнюю охову и керовництвом могли досягнуть едности веры и познания недоступной Твоей славы, бо Ты благословенный на веки веков. Аминь. Господи, измилуйся, Господи, измилуйся, Господи, измилуйся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Больш годную пошану за херувимов, и без поравнания больш славную за серафимов, что, заховавши девотство, родила Бога Слово, истинную Богородицу Тебе мы возвеличиваем, именем Господним благослови, Отче. Молитвами святых Отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, змилуйся над нами. Аминь. Благодару Божа, Отче всемогутный, Господи, Сыне единородный и Святый Духу, одиное Божство, одиная сила, змилуйся надо мною грешным, и ведомый Тебе способ збав меня, негодного слугу Твоего, вот и благословенный на веки веков. Аминь. Милые Богу, браты и сестры, витаю вас у храме Божьем. Стерожемся гонорливой похвалы фарисея и научимся от мытника слова упокорливых и ускликнем укаяние Боже, будь спогадливый до нас грешных. Такую песню сегодня Святая Церква спевая, каб закликать усіх нас до духовного подвигу Великого Постного, до якого ми будемо на протягу 3 тижнів, одлічуючи від сьогоднішнього дня, рихтуватися. Хай добрий Бог дасть нам розум, дасть нам глибиню покори, каб упокориться перед Ним, перед Ягоною святою волею і перед Святою Церквою Божою. Помолимся зараз за усіх людей, що мають потребу в наших молитвах. Боже, очисти нас грешных и змилуйся над нами. Боже, очисти нас грешных и змилуйся над нами. Безлику зграшили мы, Господи, пробач нам. Уладару небесный, сутяшальнику, духу правды, Ты всюди присутний і все наповняєш, скарбниця добра і життя подавче, прийди, поселися в нас і очисти нас від усього благого, і збав добрі душі наші. Слава на вышинях Богу, и на землі супокой, добрая воля меж людей. Слава на вышинях Богу, и на землі супокой, добрая воля меж людей. Господи, одомкни в устны наши, и в устны наши почнуть обвещать хвалу Твою. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды, и на веки веков. У мире Господу помолимся. Господи, змилуйся. За мир звышиня, избавление душев наших, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За мир на всем свете, добрый стан святых Божих церкву, изъеднание усіх, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За гэтую святую церкву и тых, что с верою, пошаною и страхом Божьим воходять у яе, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За святейшего Вселенского архиерея и отца нашего Франтишка, Папу Римского, боголюбного епископа нашего Яна, почесного апостольского визитатора архимандрита Сергея, почесных святоров, диаконов у Христе, усё духовенство и людей, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За Его милость короля Филиппа, за урад належные улады и всех, что стерегут целости и спокою бельгийской краины, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За Богом стероженную краину нашу Белоруссию, весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу у всех нас, Господу помолимся. Господи, змилуйся.
За Богом стираженные народы украинские, польские, российские, литовские, все народы, лесы яких пересеклись с лесом народу нашего. Господу помолимся. Господи, змилуйся. За гэты город, за все городы и краины, и за верных людей, что живут у их, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных, и за часы мирные, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За подорожников по морю земли у поветры, за неодужих, тех, что терпят, за зневоленных избавление их, Господу помолимся. Господи, змилуйся. Каб нам выбавиться от всякого гневу, суму и недостатку, Господу помолимся. Господи, змилуйся. Заступися, сжалься, збави, стиражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, змилуйся. Успомянувши наисвятую, всячистую, наиблагословенную, славную владарку нашу Богородицу и завсёды Деву Марию всех святых, сами себе и один одного, и все життя наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Бо Тебе належится всякая слава, пошана и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи, благослови душа моя Господа, и все нутро мое, ай славить имя святое Его, благослови душа моя Господа, и не забываю сих добродействов Его, и Он очищает все бесчинства Твое, и оздоровляет все немочи Твои. Шудрый Бог и милосердный, долготерпливый, богатый на ласку, благослови душа моя Господа, и все нутро мое, ай славить имя святое Его, благословенный Ты, Господи. Ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хвалі душа моя Господа, про все життя моє буду хвалить Господа, буду пісня славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков.
Laten wij nogmaals in vrede de Heer bidden. Heer, ontferm mij. Ondersteun ons, red ons, ontferm je over ons en bewaar ons, o God, door uw genade. Heer, ontferm mij. Laten wij onze zeer heilige en bevlekte, zeer gezegende, glorierijke vorstin, de moeder van God, en altijd maagd Maria en alle heiligen gedenken, en onszelf en elkaar, en geheel ons leven aan Christus, onze God, aanbevelen. Want gij zijt een goede en menslievende God, en u zenden wij lofprijzen toe, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Благодарствие Твоим, вспомни нас, Господи, счастливые Твои духом, о их есть владарство небесное, счастливые Тыя, что тужат, о яны утешатся, счастливые тихие, о яны отримають у спадщину землю. Щасливые Тыя, что мають голод, письма у справедливости, о яны насытятся. Счастливые милосердные, о яны изведают милость. Щасливые чистые сердца, бо яни бачать Бога. Щасливые миротворцы, бо яни будуть зваться синами Божими. Щасливые Тыя, кого и расследуют за правду, бо их есть владарство небесное. Счастливые вы, коли вас скрипят, и переследуют, и кажуть усякую неправду на вас, деля мяне. Радуйтесь и тешьтесь, Бог нагорода ваша, в небе великая. Мудрость, устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес мертвых, бав нас, якие пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Светлую вестку об воскресении и об отмене прадедовского суджения, от анёла, почувши Господні обучаницы, апостолам с радостью сказали: смерть переможенная, Господь Бог воскрес, даруючи свету богате своего змилования. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Стражимся гонорливой похвальбы фарисея и
на просьбы Богородица, надійная заступница, Ты, что шаную Тебе. Господу помолимся. Господи, змилуйся. Бо Ты святый, Боже наш, и Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды, и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Будьмо уважливые, мир усим. И Твоему Духу Мудрость. прокимен. Якое багатство творов Твоих, Господи, Ты все мудро створив. Какое богатство творов Твоих, Господи, Ты все мудро створив. Вослови, душа моя Господа, Господи, Боже мой, Ты великий науздил. Якое богатство творов Твоих, Господи, Ты все мудро створив. Якое багатство творов Твоих, Господи, Ты все мудро створив. Мудрость. читание послания святого апостола Павла до Тимофея. Слухаймо уважливо. Братья Тимофею, ты стал моим последовником в учении, житии, метах, веры, долготерпении, любови, стойкости, угонениях, покутах, які выпали мне у Антиохии, Иконии, Листрах. Такие гонения я перенес, и от усих збавил меня Господь, где усе, кто хочет жить набожно у Христе Иисусе, будут терпеть гонения, а лихие люди и ошуканцы будут становиться еще горшими, уводячи у подман и будучи подманутыми. Ты ж тримайся того, чому навучений і що тобі довірено, бо ведаєш, ким ти навучений. І ще з маленства ти ведаєш священня Писання, які можуть умудрити тебе на спасіння праз віру у Христа Ісуса. Мир тебе, читальник. И Твоему Духу. Мудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Подрихтуйся, иди уперед переможно, деля правды, набожности и справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты полюбил справедливость и возненавидел беззаконие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость. Устаньте. Будем слухать Святое Евангелие. Миру сим. И Твоему Духу. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо.
Сказаў Господ прыповесць гэтую. Два чалавекі ўвайшлі ў храм памаліцца. Адзін фарысей, а другі мытнік. Фарысей, стаўшы, маліўся сам сабе так. Божа, дзякую Табе, што я не такі, як іншыя людзі, рабаўнікі, крыўдзіцелі, блудадзеі, або як гэты мытнік. Пашчуся 2 разы на тыдзень, даю 10 з усяго, што дабываю. А мытнік, стоячы воддаль, не адважваўся нават падняць вочы свае да неба, але, б'ючы сябе ў грудзі, казаў: Божа, будзь міласэрны да мяне грэшніка. Кажу вам, што гэты пайшоў у дом свой апраўданы болей, чым той, бо кожны, хто ўзвялічвае сам сябе, паніжаны будзе, а хто паніжае сябе, узвысіцца. Слава Табе, Господи, слава Табе. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Милые Богу, браты і сёстры, сённяшняя нядзеля у царкоўным календары называецца нядзеляй пра мытніка і фарысея у сувязі з тым, што царква прапаноўвае нам да чытання, да слухання сённяшнюю прыповесць, якую мы толькі што пачулі. Два чалавекі заходзяць у царкву. Два чалавекі, якія належаць да аднаго народу, гавораць адною моваю, вераць у аднаго Бога, выконваюць аднолькавыя рытуалы. Але кожны з іх адносіцца да розных сацыяльных колаў, так сказаць, плашчыняў насельніцтва. Першы, пра якога мы чуем, гэта фарысей. Фарысеі – гэта людзі, якія належалі да рэлігійна-палітычнай партыі, адрозніваліся строгасцю жыцця, шмат пасцілі, шмат маліліся, выконвалі ўсё, што прадпісваў ім закон Майсея, і былі вельмі паважанымі людзьмі сярод габрэяў. Іншы мытнік, служыцель акупантаў, які ўступіў у калабарацыю з народам, які захапіў дзяржаву і знішчыў законнае праўленне. І ён не толькі служыць ім, але абірае народ свой, збіраючы падаткі на карысць Рымскай імперыі. Два чалавекі, два спосабы жыцця. Мы прызвычаіліся, калі чуем пра фарысея, думаць, што гэта чалавек-крывадушнік, лицемер па-славянску, адзявае маску на сябе. Прызвычаіліся таму, што трактоўка гэтая вельмі часта гучыць і ў цэрквах, і ў кнігах. Але фарысеі насамрэч былі праведнікамі. Фарысеі былі найбліжэйшымі па сутнасці сваёй людзьмі, якія падзялялі светапогляд нашага Збавіцеля і уважліва яго слухалі. Часцей за ўсё ён звяртаецца да людзей і да фарысеяў. І не толькі выкрываючы, але і часам хвалячы іх. Нельга сказаць, што фарысей быў парушальнікам закону. Ён быў праведнікам. Ён быў праведнікам перадусім у сваіх уласных вачах. Таму што ён выконваў усё, што ад яго патрабавалася паводле закону Майсея. Мытнік, нягледзячы на тое, што мы маем вялікае да яго спачуванне па традыцыі і ўзіраемся таксама праз прызму тлумачэнняў Святога Пісання і праз прызму таго, што звычайна чуем, што гэта чалавек такі каючыся, чалавек надзвычай падобны да нас, чалавек-грэшнік. Але насамрэч ён і з'яўляецца грэшнікам. Ён з'яўляецца здраднікам. Ён з'яўляецца тым, кім сябе ўважае. Каштоўнасць мытніка ў тым, што ён разумее, хто ён.
разумее і перад абліччам Бога памяшчае сябе ў той статус, у якім ён знаходзіцца. Канешне, ён мог пахваліцца. Напэўна, у яго знайшлося б нешта добрае, таму што абсалютна злога чалавека няма. Але ён не знаходзіць у сабе нічога добрага, таму што велічыня ягонага злачынства заўсёды перад ягонымі вачамі. І таму ён не знаходзіць нічога, акрамя як сябе упакорваць, біць у грудзі і стагнаць да Бога: «Божа, будзь міласэрны да мяне грэшнага». Паколькі ён грэшнік, то ён не бачыць другіх людзей. Ён не бачыць грахоў у іншых людзей. Вакол яго шмат такіх самых грэшнікаў. І нават у вачах гэтага мытніка, напэўна, і фарысей мог бы выглядаць вялікім грэшнікам. Ён мог бы паўтарыць, што паўтарае вельмі часта, паўтараем мы, што фарысей – гэта крывадушнік. Ён мог падняць вочы і сказаць: «Господі, от паглядзі, які гэты фарысей крывадушнік. А я упакорваюся перад табою. Я б'ю сябе ў грудзі і кажу: Божа, будзь міласэрны, будзь мне грэшным». Нават гэтым можна пахваліцца. Але Христос засяроджвае нашу увагу менавіта толькі на гэтых словах і не дае ніякіх каментароў адносна прынцыпу жыцця гэтага мытніка. Ён паказвае яго як таго, хто ўсведамляе сябе грэшнікам і таму не бачыць нават, хто стаіць побач. Не такі фарысей. Фарысей якраз глядзіць, хто побач з ім. І калі ён хваліцца перад Богом сваімі дабрачынствамі, дабрадзейнасцямі, цнотамі, то ён не мінае, каб не паказаць на гэтага мытніка і паказаць: «Дзякую табе, Божа, што я не такі, як гэты мытнік». Это два спосаба духовнага жыцця і два спосаба, можна сказаць, пераломнага моманту. Калі казаць пра гэтых двух людзей, пра гэтую прыповесць, то вельмі важна сказаць, што гэта не проста традыцыйнае і што суботняе наведванне храма, што яны кожную суботу так прыходзілі і маліліся. Гэтая прыповесць паказвае гэтых двух людзей менавіта як людзей, якія знаходзяцца ў пераломны момант апраўдання перад Богам. Як быццам бы яны ўжо стаяць на страшным судзе, і зараз адбываецца той суд, які павінен адбыцца над кожным з нас. І адзін выхваляецца, а другі каецца. І таму Христос кажа: адзін пайшоў апраўданы больш, чым іншы. Ён не сказаў, што фарысей асуджаны, але сказаў, што апраўданы больш. Мілыя Богу, браты і сёстры, царква прапаноўвае нам да слухання гэтую прыповесць перад пачаткам посту, за 3 тыдні да посту, каб мы навучыліся адрозніваць у сваім уласным духоўным жыцці гэтых двух людзей у нашай уласнай душы, у самых сабе. Таму што мы вельмі часта выступаем і ў постаці фарысея, і ў постаці мытніка. Мы выступаем як людзі, якія лічаць сябе лепшымі за іншых, калі выхваляемся і асуджаем іншых людзей. І ў такі спосаб прыпадабляемся фарысею. І гэта адбываецца з зайздроснай частасцю ў нашым жыцці. Можна сказаць, мы кожны дзень гаворым пра іншых людзей. Мы кожны дзень разважаем пра ўчынкі іншых людзей, пра іх спосаб жыцця. І ў кожны дзень мы выступаем перад Богом у абліччы гэтага фарысея, забываючыся, што ў гэты момант можа адбывацца над намі таксама суд. Зрэдку мы аказваемся і ў стане мытніка. Таму што Бог стварыў чалавека з сумленнем. Ён заклаў у нашае сэрца сумленне, якое увесь час з розных бакоў прыступае да нас і коля, і з'яўляецца вельмі часта, і падае свой голас вельмі часта ў самы нечаканы момант. І мы ўсведамляем сябе менавіта такімі людзьмі, якія не вартыя нічога перад абліччам Божым і не вартыя ніякага параўнання нават з іншымі людзьмі. Падобна як святыя айцы, многія падзвіжнікі казалі, што я
найбольш грэшны за ўсіх людзей. Апостол Павел паклаў пачатак такой пазіцыі, калі сказаў: «Ты прыйшоў, Господі, збавіць грэшнікаў, сярод якіх я самы першы». Быць першым грэшнікам – гэта не азначае, што скласці рукі і ўпасці ў адчай. Усвядоміць сябе грэшнікам – гэта азначае, што Бог выслухоўвае, пачынае выслухоўваць твае малітвы і жадае, каб гэты момант усведамлення сябе грэшнікам быў з табою, так сказаць, замацаваны ў тваёй свядомасці перад тваімі вачамі, каб усе ўчынкі далейшыя, каб усё тваё жыццё праходзіла менавіта праз прызму гэтага бачання. Мілыя Богу, браты і сёстры, традыцыі дапамагаюць нам следаваць па дарозе збаўлення. Чалавек складаецца з душы і з цела. Дух наш вымагае лучнасці з Богам, вымагае жыцця праведнага. Калі мы робім зло, мы разумеем, што гэта зло. І вельмі часта яно нас прыніжае потым і з'яўляецца пасля граху, пасля ўчынення нейкага недобрага ўчынку горыч на душы і на сэрцы. І ў той жа самы момант мы маем цела, дзябёлае цела, цела, якое прагне есці, піць, адпачываць, лянавацца, ляжаць. Цела, якое таксама патрабуе упакорвання, і таму чалавек пакліканы царквою да посту. Пост заключае ў сябе не толькі ўстрыманасць ад ежы, пост уключае ў сябе часцейшую малітву, пост уключае паклоны, калі чалавек робіць шмат паклонаў, фізычных паклонаў, кланяецца і дух свой упакорвае. Бо калі чалавек моліцца з апушчанай галавою, і гэтая поза ягоная, як быццам бы нічога не вартая, яна насамрэч спрыяе таму, каб у ім усярэдзіне зарадзілася некая засяроджанасць на сваім уласным свеце. Таму мы заўважаем, калі мы каемся, то мы скурчваемся неяк. Мы апускаем сваю галаву долу. Ніхто нас не прымушае да гэтага. Калі чалавек моцна раскайваецца, або яму кепска, гаротна ад таго, што ён зрабіў, то ён часам падае сам на зямлю і скурчваецца. Усё цела, вся прырода паказвае той стан, у якім чалавек павінен апынуцца, калі ён каецца. І наадварот, калі мы ўзвышаем сваю голову высока, калі задзіраем вочы высока, і святыя айцы таксама кажуць, нават у самыя такія узвышаныя, пафасныя моманты літургіі не падымай вочы свае да неба, каб не падумаў ты, што ты ўжо ўзлятаеш на тое неба, а апусці іх долу, каб убачыць, адкуль ты паўстаў і куды вернешся. Мілыя Богу, браты і сёстры, 3 тыдня застаецца да Вялікага посту. 3 тыдня застаецца да перыяду, які мы дабравольна павінны распачаць з вамі, каб пакласці чарговы новы пачатак добрага жыцця. Хай гэты тыдзень, у які адмяняецца пост і ў сераду, і ў пятніцу. У гэты тыдзень няма посту ні ў сераду, ні ў пятніцу, які надыходзіць. Каб мы памяталі, што ўсе формы практыкі духоўнага жыцця, матэрыяльныя практыкі, яны накіраваныя на адно, каб зрабіць нас лепшымі. Калі пост не дапамагае нам і малітва не дапамагае нам, то гэта трывожны сігнал, мілыя Богу, браты і сёстры, да таго, каб пакласці той пачатак, пра які мы гаворым. Амін. Памолімся зараз за ўсіх людзей, якія патрабуюць нашых малітваў, памолімся за хворых на каронавірус, памолімся за краіну нашу, за ўвесь свет, каб пандэмія адступіла, каб людзі пачалі больш свабодна жыць і выконваць свае абавязкі адносна царквы і Бога таксама. Каб набажэнствы нашыя зноў напоўніліся людзьмі, каб людзі прыходзілі ў царкву, славілі Бога і дапамагалі храму Божаму. Амін. Скажем усе разом ад усее души, ад усее думки нашей, скажем. Господи, змилуйся. Господи, усемогутный Боже, Отцов наших,
Молимся Тебе, почуй нас и змилуйся. Господи, змилуйся. Змилуйся над нами, Боже, по воле Твоей великой милосердности. Молимся Тебе, почуй нас и змилуйся. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за братов наших, святоров, диаконов и монахов, и всех братов и сестров наших у Христе. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за годных памяти засновальников этой святой церкви, и за всіх раніше дійшовших отцов, братов і сестров наших, які тут і на кожним іншим місці спочивають. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за слугов Божих, Алину, Анастасию, Давида, Арсения, Авеля, Змитра, Катерину, Игора, Павла, Катерину, Еву, Агату, Шарля, Святлану с родными, Оксану с родными, Марту с родными, Ларису, Алексея, Данилу, Каролину, и слугов Божих, Евгению, Наталью, Валентину, Андрея, Сергея, Наталью, Владимира, Валерию, Дмитра, Данила, Анастасию с родными, Катерину, Василя, Тетяну, Назария, Анну, Марию, Дам'яна, Виктора, Марту и всех родных и близких этой семьи, за всех, что загадали нам негодным молиться за их, святора Виталия, Еромонаха Лявонтия, святора Мартина, святора Витальда, и всех тут присутных людей, и тих, что молятся разом с нами праз трансляцию, каб добрый и милосердный Бог наведав их и даровав им спокойное життя, здоров'я, поспіху кожної доброї справі, і каб отпустив йому все їхні провини вольні і міжбольні. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Бо Ты милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Усе верные еще у мире Господу помолимся. Господи, змилуйся. Заступися, сжалься, сбави, стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, змилуйся. Мудрость, каб мы, будучи завсёды под оховою Твоей могутной улады, Тебе славу отдавали Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мы, что тайный способ, мы, что тайный способ представляем,
руки ваши святые, благословите Господа, благословенный Бог, який живе в Иерусалиме. Святейшего Вселенского архиерея и Отца нашего, Франтишка Папу Римского и боголюбного епископа нашего Яна, почесного апостольского визитатора архимандрита Сергея, почесных святоров, диаконов у Христе все духовенство и монаство, Его милость короля Филиппа, урад належные улады у всех, что стерегут целости и спокою бельгийской краины, Богом стероженную, краину нашу Белоруссию, весь белорусский народ, Богом стероженные народы, украинский, польский, российский, литовский, и все народы леса, яких пересеклися з лесом народу нашего, доброчинцев и засновальников этой святой церкви, вас и всех правоверных христианов, хай успомнить Господь Бог у володарстве Своим на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Как нам принять уладара всех, яко необычно супроводжают ангельские силы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дополни молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За эту святую церкву и тых, что с верою пошаной и страхом Божьим воходят у ее, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные почестные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гневу, суму и недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, сбав и стерожи нас, Божа, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Успомянувши святую всечистую, наиблагословенную, славную владарку нашу Богородицу и завсёды Деву Марию всех святых, сами себе и один одного, и все житье наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Милосердностью одинородного Сына Твоего, с яким благословенный Ты, Твой всесвятый, добрый, животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Миру сим. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Тройцу одиносудную и нераздельную. Зверы, у мудрости будьмо уважливые. Веру у единого Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, башного всего и небашного, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного Отца, народженного перед усіми веками, святла от святла правдивого Бога от правдивого Бога, народженого, нествореного, одиносудного, зайцем праз якого все стало быть. И отделя нас людей, деля нашего збавлення зійшов з неба, приняв тело от Духа Святого и Марии Девы и стався человеком, был укрижованный за нас при Понским Пилате,
терпевый бы похованный, и на третий день воскресgodно с Писаниями, и взышел на небо, и сядет по правой руце Отца, и знак придет в славе судить живых и мертвых, и его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Господа Животворчого, яке дается походить, якому належится поклонение слово разом с Отцом и Сыном, який говорив про пророков, одиную святую, повсюдную и апостольскую церкву, визнаю один их розгляд отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будучого веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважливо святое хверование в миры приносить. Дар миру, веру, хвали. Ласка Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и супольность Святого Духа хай будут с усеми вами. И с Духом Твоим. Узнимем у гору сердце наше. Мы сняли до Господа. Подякуем Господу. Одна и справедлива есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Тройце одиносутной и нераздельной. Дякуем Тобі і за гэтую службу, якую Ти захотів ласкаво принять з наших рук. Хоть перед Тобою стоять великие множество арханьолов, безліч аньолов, херувимы и серафимы, шестикрылые, шматвоки, які, узнявшися високо на крилах, переможную песню п'ють, ускликаючи, припіваючи і кажучи: Святий, 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 Господь сил, небо и земля полные хвалы Твоей, осана на вышинях, благословенный тот, кто приходит в имя Господне, осана на вышинях. С гэтыми благословенными силами человеколюбный владару, и мы ускликаем, кажучи: святый все святы Ты, и единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый. Святый все святы Ты, и великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего одинородного послал, каб кожный, кто верит в Его, не загинул, але мел життя вечное. И Он, прийшовши, исполнивши весь провід для нас, у ночу, яку Його видали, або худшей, коли Он сам отдав себе за життя свету, узяв хлеб у свои святые, вся чистые, безвинные руки, и отдавши подяку, поблагословивши, освятивши и разломавши Его, дав святым своим учням и апостолам, кажучи: «Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов». Аминь. Так само чашу після вечери кажучи: «Пійте з її все, это кров моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов». Мы ж, памятаючи гэты збавенны заповет, и все, что для нас здарилося, крыш поховання у воскресенье на третий день, узыход на небо, сяденье по правой руце, другое и славное присте. Приносим Тебе Твое от Твоих, деля усіх и за усё. Тебе хвалим, Тебе благословляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, и молимся, и молимся Тебе, Боже наш, Боже
особливо за найсвятую всячистую, найблагословенную, славную владарку нашу Богородицу и завсёды Деву Марию. Найсвятая Богородица, да помогай нам. Правды называть счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную и беззаганную, Мать Бога нашего, больш годную пошаны за херувимов и без поражения славную за серафимов, что заховавши девоство родила Бога Слово, Исную Богородицу Тебе мы звеличиваем. На сам першу вспомни, Господи, святейшего, Вселенского архиерея и яйца нашего Франтишка, Папу Римского и боголюбного епископа нашего Яна, и всех православных епископов заховай их для святых Твоих церквов, у миры, целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как яны могли верно навучать нас словом Твоей правды. И дай нам единым сердцем и едиными устными славить и выхвалять Твое почестное и величное имя Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. И хай будут милости великого Бога, избавца нашего Иисуса Христа, с усими вами. И с Духом Твоим. Успомнивши всіх святих, яще і яще у мири Господу помолимся. Господи, змилуйся. За принесенные и освяченные почестные дары Господу помолимся. Господи, змилуйся. Об человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый небесный духовный охвярник, як одмысловую духмяность духовную, послав нам взамен свою боскую ласку и дар Святого Духа, помолимся. Господи, змилуйся. Как нам выбавиться от всякого гневу, суму и недостатку, Господу помолимся. Господи, змилуйся. Заступися, сжалься, сбав и стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, змилуйся. Каб увесь гэты день був досконалий, святий, мирний і безгрешний, у Господа просим. Дай нам, Господи. Анюла спокою, верного наставника, опекуна душеву телов наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Усяго, что добре и корыстное для душев наших, и миру для свету, у Господа просим. Дай нам, Господи. Обдалейший тяг життя нашего в мире и покаянні провести, у Господа просим. Дай нам, Господи. Християнского конца життя нашего, безбольного, бездокорного, мирного и доброго отказу на страшном суде Христовым просим. Дай нам, Господи. Опросивши единство веры и супольности Духа Святого, сами себе и один одного, и все життя наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Израби нас достойными владару, с полным довером и без осуджения, сметь звертаться до Тебе, Бога Небесного, як дайца, и казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое. Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого.
О Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мир І усім. Твоєму духу. Будем любить. Голови ваші Господу схиліться. Тобі, Господи. Ласкою, милосердностью и человеколюбством одинородного Сына Твоего, з яким благословен и Ты, и Твой всесвятый, добрый, животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков. Амінь. Амінь. Боже, будь спогадливым мне грешному, и змилуйся надо мною. Боже, будь спогадливым мне грешному, и змилуйся надо мною. Боже, будь спогадливым мне грешному, и змилуйся надо мною. Будьмо уважливые, святые речи для святых. Один святий, один Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. Хвалите Господа з небесом, хвалите Його на вишинях. Алілуя, алілуя, алілуя. Пробачте, брати і сестри, всі мої провини вольні і міжвольні, які я зробив словом, учинком, думкою ті занядбанням. Господи, ходжу до Христа несмиротного владара і Бога нашого. Святое и почестное тело Господа и Бога, избавца нашего Иисуса Христа, дается мне, святую Яну, для отпущения грехов моих и життя вечного. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты соправды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет збавить грешников, сирот яких я самый перший. Веру так само, что это соправды Твое святое тело и почестная кровь. Молюся Тебе, сжалься надо мной и даруй мне мои провины вольные и межвольные, які я зробив словом и учинком свядомо и несвядомо. И дай мне без осуджения принять святые Твои тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сьогодні, Сині Божий, удельником Твоей тайной вечери. Я не здраджу ворогам Твоим тайны, не дам поцелунку, як Юда, але як разбойник визнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в Твоим володарстве. Нехай прийняття святих Твоїх тайно буде мені не на судці осудження, але для оздоровлення душі і тіла. Боже, Ти Бог мой, Тебе шукаю пильно, Тебе душа моя прагне. Боже, почуй моє прошення.
со страхом Божиим, верою и любовью подыходьте. Благословенный тот, кто приходит у имя Господня, Господь Бог и Он явился нам. Тело Христово примите. Слуга Божий, Пока Святое что тело, прямое святое тело, кровь Господа Бога, сбавца нашего Иисуса Христа. не Слуга Божий, Анна Франчиша, прямое святое тело, кровь Господа Бога, сбавца нашего Иисуса Христа, для пошли к нам служить вечером. Слуга Божий, Игорь, прямое святое тело, и кровь Господа Бога, сбавца нашего Иисуса Христа, для пошли к нам служить вечером. Пока что Божий, прямое святое тело, кровь Господа Бога, сбавца нашего Иисуса не Христа, для пошли к нам служить вечером. Слуга Божий, смертности. прямое святое тело, кровь Господа Бога, сбавца нашего Иисуса Христа, для пошли к нам служить вечером. Слуга Божий, Арсений Петр, прямое святое тело и кровь Господи Бог, сбавца нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, служите вечным. Слуга Божий, Марка, прямое святое тело и кровь Господи Бог, сбавца нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, служите вечным. Слуга Божий, Анастасия Катерина, прямое святое тело и кровь Господи Бога, сбавца нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, служите вечным. Слуга Божий, Катерина, прямое святое тело и кровь Господи Бога, сбавца нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, служите вечным. Слуга Божия, Алина, прямое святое тело и кровь Господи Бога, сбавца нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, служите вечным. Слуга Божий, Змитер, прямое святое тело и кровь Господи Бога, сбавца нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, служите вечного. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Збав, Боже, людей Твоих и благослови набыток Твой. Мы бачили правдивое святло, приняли Духа Небесного, нашли веру правдивую, поклоняемся нераздельной Тройце, боя нас бавила. На все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Ой, наши восны будут повные хвалы Твоей, Господи, как нам пеят славу Твою, бо Ты зробив нас достойными быть удельниками святых Твоих божских несмяротных и животворчих тайнах. Заховай нас у Твоей святости, как нам увиденного часа Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отрымавши боские, святые, уся чистые, несмяротные, небесные и животворчие, страшные Христовые тайны достойно подякуем Господу. Господи, змилуйся. Заступися, сжалься, сбав, и стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, змилуйся. Попросивши, каб гэты увесь день був досконалый, святый, мирный и безгрешный, сами себе и один одного, и все життя наше Христу Богу отдаймо. Аминь, Господи. Дякуем Тебе, человеколюбный владару, добродею душев и телов наших, что Ты сегодня зробив нас достойными быть удельниками Твоих небесных и несмяротных тайнов, зраби простым наш шлях, умацуй нас усіх у страху Твоим, заховай наше життя, керуй нашими кроками, молитвами и заступництвом усяславної Богородицы и завсёды Девы Марии и всех святых, бо Ты освячение наше, и Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,
цяпер і заўсёды, і на векі вякоў. Аминь. Пойдем з У миром. имя Господняе. Господу помолимся. Господи, змилуйся. Господи, який благословляешь тых, что благословляют Тебе, и освячаешь тых, что ускладают на Тебе надею. Збав людей Твоих и благослови набыток Твой, заховаю целости церкву Твою и освяти тых, что любят красу дому Твоего. Ты их услал Твою боскою силою, и не покинь нас, якие сподяемся на Тебе. Даруй спокою всему свету, церквам Твоим, нашему белорусскому народу и всем народам свету, належным уладам нашим и всем людям Твоим, бо усякое доброе дарение и дар досконалый заходит с горы, от Тебе, Айца Светла, и мы Тебе славу, подяку и поклонение отдаем, Айцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хай буде ім'я Господняє, благословенное теперь и до веку. Хай буде ім'я Господняє, благословенное теперь и до веку. Хай буде ім'я Господняє, благословенное теперь и до веку. Благословение Господне хай буде на вас, лаской Ягона и человеколюбством, на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Отче, благослови. Христос, правдивый Бог наш, який у воскрес мертвых молитвами наичистая Своей Мати, меж святыми Отца нашего Яна Золотоустного, архиепископа Константинопольского, святого Яна Схоластика, патриарха Иерусалимского, святого Яустаха, архиепископа Антиохийского, святого Захара, патриарха Иерусалимского, святого Петра Дамиани, наставника церкви, яких память сегодня отзначаем, святое велебная Мати наша Ефросиньи, игуменьи Полоцкой, святоначальника Кирилла, бискупа Туровского, святомученика Язафата, архиепископа Полоцкого, святых и праведных Богайцов, Якима и Ганны и всех святых, хай змилуется над нами и избавит нас, бо он добрый человеколюбец. Аминь. Могутный Боже, владарству свету, великий солнцев и сердц малых, над Белорусей, тихой и ветлой, рассыпь промени своей хвалы. Дай спору працы, что дёной шерой, на лофту хлеба народный край, повагу, силу и величь веры, у нашу правду пришлось дай, даю радливость житнёвым нивам, учинкам нашим пошлем молот, зроби могутной, зроби счастливой країну нашу і наш народ, зроби могутной, зроби свободной країну нашу і наш народ. Віншую вас, милые Богу, браты и сестры, з неділею промитника і фарисея, початком подрихтовки до святого Великого посту. Прости 3 тижні розпочинаємо з вами пост.
Наступную неделю набоженство у свой час о 12 године. Бережите себе, несите благословение своим близким, родным, знайомым. Хай ваше життя буде для їх так само благословенням. Прикладывайтеся до крижа, подойдите, отримайте благословение и можете идти додому. Христос посеред нас. 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 Христос посеред нас.